Изенер прайзнапис узарчабас угредеглеребисты. Пинпис кюрербис ибдегатоксте послелог хостре. Хостре, ну, по послелогам. Так, давайте посмотрим домашнее задание. Сейчас переключу рабочий стол. Кирчеба Оксана. Так, Сережна Пастирбс. Начнем с вас, Оксана. Кюрнчея. Одно предложение читайте, а потом мы разбираем по предложению. Минен адеем хабхаре тура ибры щукше. Моя собака совсем черная вокруг дома бегает. Угу. Так, вот смотрите, допустим, да, вокруг дома. Минен адеем хабхаре тура. Смотрите, вот собака черная, имеется в виду, это черная собака, да? Ну, я думала, может, совсем, ну, грязная, совсем черная. Ага. Тогда смотрите, вот в хакасском языке, смотрите, в хакасском языке как у вас получилось? Хабхара тура. Тура перед домом, да? Тура ибра. У вас получился черный дом, черный дом, хабхара. Хара черный, хабхара усилительный оттенок придает. Хабхара очень черный, да? Вот так. У вас, смотрите, хабхара тура ибра. Получилось, что собака бегает вокруг очень черного дома. А если собаку сделать хабхара, тогда надо будет хабхара поставить перед собакой. Поняли, да? Вот смотрите, что получается. Хабхаре, черный оттенок, это прилагательное у нас. И когда мы характеризуем объект, да, какой-нибудь, лучше поставить перед объектом. В данном случае АД. Поняли, да? Когда перед туре, хабхаре, у нас черный дом получился. А теперь, чтобы собака получилась, значит, перед собакой надо поставить. И теперь мина хабхара адем тура ибры щукши. Теперь все верно. А теперь смотрите, такой тонкий стилистический момент. Уже с вами теперь можно об этом говорить. Вот смотрите, если мы скажем тура ибры щугурще, ну, она бегает вокруг дома. Ну, видать, уже долгий период времени, может быть, уже бегает и себе и бегает. Да, вот, и бесконечно можно сказать, что щугурще бежит. Вот. А чтобы, ведь собака же не постоянно она такая бегает, да, это вот про собаку лучше сказать щугур щерще. Щугур щер, побегай. Не очень долго, но побегай, да. Вот. Если сказать тура ибры щугур щерще, он бегает вокруг дома. В русском языке как бы все равно бегает вокруг дома, да, как бы нет такого разделения тонкого. А вот в хакасском языке есть. Щук-щук, он бегает, но и недолго будет бегать, в общем-то. А потом все равно домой его заведем. Ну, примерно, допустим, да. Щук-щук бегает туда, бегает сюда, в общем, туда побежал, сюда побежал. Вот это есть щук-щук. Беги туда, беги сюда. Щук-щук, щук-щук. А если щук-щук, это просто бежит. Понятно объяснил? Сумела объяснить? Понятно, да. Все, тогда идем дальше. Синен югренезен кюнтоза полща или иртенен ирденен щитры. Так, давайте тоже разбирать. Теперь смотрите. Угренезен, что тут объект что? Угренез, да, учеба. Угренезен. Ну, лучше сказать парща идет. Не бывает, а парща. Парща как-то не совсем корректно. Вот. Ну, лучше парща. Вот. Угренезен кюнтоза парща. Кюнтоза орте. Да, целый день идет. А теперь с утра до вечера. Как здесь оформляется? Надо вот откуда идет с утра, да, как оформляется? Иртен нен, исходящий падеж. Вот, сгмга падеж по-хакасски, исходящий. Откуда исходит? Иртен нен, с утра, да. И до вечера. А до в хакасском языке оформляется пирельга падеж. До чего? До вечера. Ир ге, там хаке, а е, если помните, да? Иртеннан ирге. Поняли, да? Вот иртеннан, если с утра начинаем с падеж, ирге до чего-то, да? То есть с одного времени до второго случая. Ирге, значит, до вечера. Читре. Читре, вот этот послелог будет. Читре до вечера, получается.
Вот теперь все правильно. Синему гренезем и в тен нирге четыре кунтоза паше. Теперь все чисто по-хакасски. Пучилды аның хызы одноклассниктарның хады школа тосалганыр. Так, пучилды аның хызы одноклассниктарның хады школа тосалганыр. Теперь смотрите, вы произнесли все правильно, да? Только грамматически теперь верно оформим. Тоссал, ну вот так, да, вот корень слова. Тоссал, закончи. Следовательно, тоссалганер, вот, да, вот так будет, пишется отдельно. Тоссалганер. Произнесли вы правильно. Вот только грамматически теперь верно. Так, пущилде, хз орте, одноклассник. А теперь смотрите. Одноклассник тарным или одноклассник терным? Как будет точнее? Одноклассник терным. Во. Почему? Потому что ник, последний слог, да, это русское слово, и мы смотрим по последнему, именно в русскоязычной лексике. Терным. Орта. Пушилда анның кызы одноклассник терна хады школу тусалгына. Ам я. Ам орта. Шилсай шайгады мин хатып сағыншым. Хайдық селик пстын хакасия біз. Так. Тут так, все верно. Все проговорено верно. А теперь давайте посмотрим грамматически. Шилсай шайгыда. Шайгыда. Да, где. Помните вот этот оранжевый падеж? Место, где шайгыда, когда, шайгыда, хажен, шайгыда, шайгы, еще, вот, шайгы, вот так пишется, шайгыда летом, мин хатып сахчин. Но вот хатып сахчин, тут как бы вновь думаю, в хакасском лучше, если вновь думаю, наверное, лучше, шилсай шайгыда мин хати сахчин, вновь и вновь думаю. Вот так будет, вновь и вновь думаю, как бы, меня эти мысли посещают неоднократно, и вновь я утверждаюсь в какой-то идее, да, лучше вот эту хати сахчин. Думаю еще раз, да, хайдык селипсна хакасия, все же какая красивая наша хакасия. А теперь все верно. Так, шилсай чайгыда мин хати сахчин. Вновь и вновь думаю, да. Срырның хойларыңар хаятах аразыңда шуршилар ба? Так, вопрос, уфте. А теперь смотрите, хойларыңар шуршилер ба или Бе. во, уфте. Шуршилер бе. Срырның хойларыңар хаятах аразында шуршилер ба? Аразында это последовательно. Хаятах аразында. Уфте. Так, аныңдар. Ол тустан сыгара хажан мин университет тапаргам. Уларның городы пшик күренчем. Ага. Так, с того времени, когда я поступил в университет, и город маленьким кажется. Ну да. Хотя вы смотрите, вы, видимо, вот написали пшик, но, видимо, это слово вы слышали. Кшиг в реальности произносится. Вот так вот. Маленький. Кшиг. Кшиг. Кшиг это письмо. То, что вот там у вас было. Кшиг. Кёринче. Посмотрите, чем отличается кёринче от кёринчем. Кёринче видится, смотрится, да. А если кёринчем, то я смотрюсь. Могу сказать мин кёриндеске кёринчем. Я гляжусь в зеркало. Н это возвратный аффикс. Кёринчем, мин кёрчем. А если кёринче, кто-то, что-то кажется, да, городы кёринче, город, да, их город, кшик кёринче, кажется маленьким. Города кшик кёринче. А теперь тут Олтустан Сагара, Хажин мин университет Тапаргам. Смотрите, а теперь университет-та это место. Можно сказать мин университет-та Угренгем. Но если паргем я шел куда-то в направлении или к предмету какому-то, к явлению, да, мин университет лучше пирды падеж употребить. Ке
Вот здесь. Ол тұстан сығара, когда хажан мен университетке барғым, ну, допустим, давайте добавим угренерге барғым. Мгм. Угренерге барғым, да, Ну, как развернуто. поступил. Да, да. Угренерге барғым, ну, допустим, он поехал учиться, да. Мен университетке угренерге барғым, оларна города кіші көрінше. Я, ну, вот теперь уже, как бы, хакасский язык, он оформлен уже нормально. Ол тұстан сығара, хажан мен университетке угренерге барғым. Там давайте тут запятую поставим. Улырның города кіші көрінше. И город кажется уже маленьким. Да. Чья в принципе, вот, ну, как бы, смотрите, уже предложение очень развернутое, на самом деле, уже сложно сочиненное предложение, то есть сложное предложение. То есть вы уже ориентируетесь во всех связях. Сложности есть, нет, на самом деле? Во всех связях, которые тут есть. Ну, вот куча ошибок. Нет, ошибки это не страшно. Самое главное, чтобы у вас было правильное понимание связи. А запятые ставятся так же, как в русском? Ну, вот, Ну, предположительно. примерно. По синтаксису, там, по запятым, это потом уже, скажем так, на более таком, когда уже там, дойдем уже до более сложных предложений, там надо будет, мне честно сказать, все равно надо будет проконсультироваться у специалиста, потому что я долго все равно там надо уточняться, хочу сами еще справиться, где как четко расставляться запятые. Я как бы интуитивно расставил здесь, вот, ну, по логике так должно быть, как я понимаю, допустим, да, как я бы лично расставил, да, но все равно надо у специалистов справляться. Ну, понятно, что вот в русском языке как, самое главное субъект действия, вот тут два предложения. Смотрите, первое предложение угренергопаргам мин, видите, да? Один объект действия, субъект, угренергопаргам, я шел учиться. Понятно? Это уже основа предложения. Вот оно. Олтустансгара с этого времени, это уже добавление, скажем, к этой идее, да? Вот это вот первое предложение. А второе предложение, улырным города, их город, города Кёрчи. Тут уже второй субъект действия. Город. Он кажется. То есть подлежащий город, Кёрчи сказуемый. Это, конечно, второе предложение. Конечно, они должны быть отделены запятым. Понятно. Ну и тут тоже Олтустансгара с этого времени, да. Когда вот это вот обстоятельство, ну, в общем, обстоятельства действия, да, как-то так можно, тоже нужно отделить, логически выделить, отделить от этой части. Ну, я как-то так мыслю. Ну, так, ну, про шахсы хорошо. Здесь вопросов нет у вас по этому предложению, по пониманию текста, я имею в виду. Чего вроде? Евгения Сурлар-Парва, и, может быть, или у Натальи вопросы есть? Так, ну, давайте, Евгения, ваши примеры посмотрим. Менің хазинам өр кістінді клеп отыр. Ага, так. Ну, в принципе, грамматически все верно. Так, миным хазином өр кистинды кильподер, да, идет. Но тут можно знать, знаете, вот как бы, ну ладно, это из контекста. Так все грамматически верно. Давайте дальше. Анандар. Сенің тойың хаза алнына ағыл-кегім. Ага. Давайте посмотрим. Ну, агыл кильгам, понятно, да? Я привез, подвез. А теперь той. Тойың правильно. Тойың, как будет твой, синың? Тойыңны. Да, ны. Тойыңны. Синың тойыңны. Твой, ну, вот, песок, да, там глина, точнее говоря. Той глина. Давайте так. Это глина, это не песок. Песок по-хакасски хум. Каракуму, если можно запомнить каракум, да, каракум, это известная пустыня. Харе хум, черный песок. Каре, у них каре, у нас харе. Харе хум. Хум это песок. Вот. Сином тоимны хаза алнах. Но тут имеется в виду тоимны не в смысле там, что эта глина тебе принадлежит, но глину, которая предназначена для тебя. В этом смысле, ну, тоже верно, как бы. Аның пөлізі школаның
сонда карьера дыңар сағын турша. Мгм. Аның пөллезе, ну, правильно читается, аның пөллезе, школаның сонда карьерный сактуша. Ну, тут смотрите, школаның верно, грамматически правильно уртета. Аның пөллезе школаның сонда, после чего? После школы. Карьера дыңар сактуша. Уртета. Ну, тут, конечно, точнее бы можно школа тосхан сонда, можно так, допустим, было бы корректнее. Вот. Аның пөлезе школа тосхан сонда карьера дыңарсақ. Так, после окончания школы. Че, надо? Біздің алжибай біз балықты сух істінде туды болған. Так, алжибейбис, балықты. Ну, предложение интересно, на самом деле. Допустим, я, честно сказать, никогда бы, наверное, не написал бы алджибей. Это, знаете, термин такой, ну, алджибей, тот, который любит ходить по гостям. Вот. Как бы верно, вот. Алджибейбис, все верно. А палхты сухстинде тут полгон. Сухстинде, ну, да, прямо в реке, да, сухстинде. Так, ну, сухстинде, я как бы сказал, алджибейбис, палхты сухстинде тут полгон. Я бы, наверное, сухстинде написал бы. Стинде, как бы, вот, сухстинде под водой. Там, да, вот есть поверхность воды, а есть то, что ниже поверхности. Сулав да тут был. Вот так будет точнее. Там под водой, да, внутри реки поймал. Ну, хватит так. Ну, неважно. Да. В общем, пистен алджибейбс, алджибей, ибс тут надо добавить. Палхты сух алтында тут полгон. Так, уртачи, анаңдар. Сірірінің орғанның ортызына чипті салсалым ма? Так, давайте посмотрим на середину вашего нитку. Так, серверный орган, так, а теперь смотрите. Серверный, если орган принадлежит им, сначала надо все равно ихний ыңар будет, да, их кровать. Серверный органыңар. Орган, ыңар ваша кровать. Середным органыңар. А теперь вы нитку ложите на кровать, на вашу, допустим, на середину, да. То есть еще прикладываем. Середным органыңа рга. Органыңар га хаке пирлгі падеж. Середным органыңар. Подождите. Тут же артизана, да, поэтому... Да. Вот, совершенно верно, вы правильно меня тут поправляйте меня. Серверным органыңар, вот, объект указан, ваша кровать, да, кровать не склоняется, просто оно во множественном числе. Ортызына, на середину вашей кровати. Теперь, да, серверным органыңар, ортызына, шипты салса, так. А теперь салсалыма. Салсалыма, как бы верно, да, но можно положить типа салсалима, так будет точнее. Салсалима можно положить мне, вот, да, эту нитку. Вот, середным органом уртызна шипты салсалима, вот, на середину вашей нитку можно положить. Можно положу, ну пусть так будет, можно положу. Так, ну теперь все верно. Понятно? Я. Представь, да. Так. Представь. Органыңар. Ну, серверный орган уртызына, серверный орган уртызына, но все равно орган надо поставить во множественном числе. Серверный органыңар, принадлежащий вам.
Сиренің органыңа уже как-то некорректно. Органыңар уртызна. Давайте дальше. Аныңдар. Оларның астамағы син ип тестінде чунпер. Их продукты ты снаружи дома помой. Так. Ага. Смотрим, допустим, чумпир, помоги, да, ну, в смысле, помой. Чумпир, помоги, попробуй, ну, сделай это чумпир. Иптастынды за домом. Син чумпир иптастынды, да. А теперь что? Астамах ты. То есть это винительный падеж. Немены астамах ты. Уларның, да, ну, как бы, астамах ты, син иптастынды чумпир. Но тут уларның лучше все равно здесь употребить астамагы, да, астамагы, и тут требуется, я сейчас там наверх пойду и буду показывать вот этот пример, уларның астамагын. Астамагы – это ихний продукт, астамагын – продукт, который принадлежит им. Син иптас душумпер. Их продукты снаружи дома помой. Так, вот смотрите, вот тут вот этот «н», он такой, может быть, не совсем понятно, я объяснил тут. Давайте посмотрим. Я вчера специально вот этот примеры составил. И смотрите, чем отличается, вот, допустим, давайте я сейчас этот пример скопирую, чтобы понятно было. Сюда вставлю. Вот смотрите, у Лырны, допустим, да, Уларның астамагын син иптас ночумпер. Смотрите, уларның вот этот «н», как понять, где «н» нужно ставить и не нужно. Вот, допустим, да, палызы угренчи. Его ребенок учится. Ну, ребенок – это субъект действия, получается, да, именительный падеж. Его ребенок учится. А ну палызы угренчи. Но если есть еще вариант палызын угрет. Учи его ребенка. То же самое его ребенок, он тоже, да, но по отношению к нему предпринимается какое-то действие. Кто-то другой, да. Вот. Тут в первом примере речь шла о том, что сам ребенок что-то делает, его, да, палызы угренчим, но это все равно ребенок, да, кому-то принадлежащий. А тут по отношению к этому ребенку предпринимается какое-то действие. Анын палызын. И тогда требуется аффикс «н». Аффикс вот этот принадлежности, он дополнительной такой принадлежности. Учи его ребенка. Палызын угрет. Или, допустим, второй вариант. Да, книга за стол дочача. Анын книгазы, его книга лежит на столе. Но если говоришь алыпал, книгазын уже надо сказать. Анын книгазы, алыпал уже некорректно. Надо сказать книгазын. То есть по отношению к книге совершается какое-то действие. В первом случае сама книга просто что-то делает, да, ну, лежит. А во втором случае к этой книге предпринимается действие. Вот этот «н» нужен в этом случае. Или, допустим, «анын халызы көпнемес». Констатация факта, да, его хлеб или ему принадлежащий хлеб, его немного. Но если этот хлеб надо порезать, ему принадлежащий хлеб, тогда надо поставить аффикс «н». Анын халызын киспир. Порежь, пожалуйста, его хлеб, ему принадлежащий хлеб. Ты порежь, тогда вот мы говорим халызын. Или следующий пример. Города мының рахнемес. Его город, анын города мының рахтурша. Рахтурша, допустим, да, стоит далеко. Но если вы хотите к этому городу предпринять какое-то действие, анын городын таппер, найди этот город. Этот город надо найти, да, то есть с ним что-то надо сделать. Тогда анын городы таппер уже некорректно. Городын таппер, найди его город. Или сарыны, анын сарыны угасылик. Его песня очень красивая. Но если вы просите кого-то, да, чтобы его песню исполнили, тогда надо сказать анын сарынын толдырпир. Анын толдырпир, то есть исполни ему принадлежащую песню. То есть по отношению к этому объекту предпринимается действие. Сарыны надо исполнить его надо. А тут просто сарыны, констатация факта. Да, ну, хорошая песня, допустим, и все, да. А тут предпринимается действие к этому объекту.
И то же самое ойыны уға табырых. Его игра очень быстрая. Но если предпринимается действие по отношению к игре, ойынын ойнат пир. Ойнат пир, заведи эту игру, начни эту игру, да. Тогда анын ойынын ойнат пир. Вот этот n, возвратный аффикс, он употребляется тогда, когда по отношению к субъекту или объекту, который кому-то принадлежит, предпринимается какое-то действие, что-то с ним хотят сделать. Тогда n. Понятно, да, вот эти вот примеры. Ну, просто запомните, что вот есть такие случаи вот, применения аффикса n. Вот это вот. Так, Сургулар Пырба конкретно. Вот, Евгений, у вас есть вопросы? Не, все понятно, просто уже такие тонкости пошли. Да, Да, ну, в принципе, понятно, заучить надо. да, вот я тут как бы старался больше примеров дать, чтобы была логика какая-то. Я вроде бы в свою табличку смотрю, там если на согласный, то или а тут смотрю вот, ну, исключение вот новое. Да, да. Тут просто мы до этого еще не дошли. Это как бы уже попутное такое дополнение к тем материалам, которые есть. Это там, ну, все равно, конечно, в каждом языке есть особые свои тонкости, которые уже человек постигает по мере освоения материала. Потому что там даже в глаголах там тоже очень много того, чтобы доучивать, там очень много моментов там по времени. Допустим, кёрпирдек, кёрбстек. И ну, вот эти вот, все равно там есть разница именно по стилевому обозначению. В общем, там есть дополнительные свои. А можно вопрос? А если, например, наш ребенок учится и учи нашего ребенка? Ну, допустим, минен палым угренче, да? Ну, давайте посмотрим этот пример. Вот. Минен палым угренче. Это мой ребенок учится, допустим, да? А если учить моего ребенка, да? Минен, так, Нашего. я. Пистем, вот смотрите. Тогда нужно сказать пистем по л. Вот смотрите. Пистем наш ребенок. Давайте сначала возьмем мой ребенок. Минен. Ясно. Куда мне нашел? Так. Минен палом. Да? Ну, минен палом понятно? Тут сложности не должно вызвать. Мой ребенок. А теперь по отношению к моему ребенку нужно предпринять действия. Минен палом ны. Угрет. Тут нет лишних вот этих вот n. Вот этого нет. Минен палом ны угрет. Тут все как бы корректно. Учи моего ребенка. Пистың палыбыс, да, пистың палыбыс, наш ребенок. Пистың палыбыс ты угрет. Учи нашего ребенка. Ну, потом мы уже, если будем... Да, пистың палыбыс ты угрет. Тут уже... То есть сложность именно в том, что его ребенка. Да, вот тут момент палызы его, анын. Вот здесь идет анын палызный угрет. Именно вот с третьим лицом получается аффикс. Ну, в общем, почему? Потому что как бы мне надо было объяснить астамагын и чумпер, потому что анын астамагы, да, ну, по отношению к астамах предпринимается действие чумпер, то есть надо этот продукт помыть. Тогда астамагын, вот этот, вот почему я пытался и объяснить, вот почему здесь n, чтобы это не проходили, да, а надо как-то объяснять, и вот поэтому вот я эти примеры привел. Ну вот у нас сегодня так получилось с домашним заданием, нового материала не получилось. Так, давайте так, завтра у нас будет, я постараюсь еще по глаголам там дать некоторые такие дополнения, которые мы не проходили. В общем, и смотрите, давайте так, завтра мы, наверное, обсудим, знаете, какую вещь?
Так, давайте я выключу, потом обсудим. Хорошо. В общем, по заданиям вопросов нет, вот по сегодняшним домашним заданиям. Sorular var. Пока еще. Ничего. Так, ну давайте я пока запись нашу отключу. Я хочу еще пообщаться.